Статистика, конечно, это одно. Сухие цифры. Они впечатляют, но не так, как поход в реанимацию. А там молодые, пожилые, одинокие, семейные. Люди, у которых были планы и мечты. А теперь мечта одна – остаться в живых. Получается не у всех. А виноват COVID-19. Наш общий враг. Невидимый, коварный и непредсказуемый. Специалисты уверяют, мы слишком мало знаем о коронавирусе и порой слишком безрассудно себя ведем. Ольга Паутова о том, как важно реально оценить угрозу. Вот так звучит коронавирус. И это еще не самый плохой вариант. Хуже, когда так. Это звуки реанимации и аппарата искусственной вентиляции легких. Со стороны кажется, что врачи уже привыкли. И при всем неудобстве защитного костюма под ним иногда удобно скрывать эмоции. Иногда дрожит подбородок, конечно. Невозможно проходить с каменным лицом. Здесь, в Первоградской больнице, пациентов на ИВЛ несколько десятков. И около трети из них – это люди младше 65. Женщина, 50 лет, 7-й день в реанимации. Вот здесь вот мужчина, ему 42 года, он 9-й день в реанимации. Вот здесь вот совсем молодая женщина, ей всего 32 года, она уже несколько дней лежит без сознания. И здесь, как ни в каком другом месте, сухие цифры статистики обретают человеческое лицо. Госпиталь забит. Вы видите вот этих людей, которые работают по 8, по 24 часа, да? Какие хорошие примеры. Вы что, это называется эпидемия. Это называется эпидемия. Это стихийное бедствие, это беда, это горе. Да? И если, не дай бог, сейчас кто-то будет высовывать нос там на улицу, там, я не знаю, еще там куда-то, мы встретимся все здесь. Главврач Алексей Свет уже не может говорить без эмоций. Каждый день в его реанимацию привозят по 10 тяжелых пациентов. Кто-то так обессилен, что не может даже пошевелиться без помощи врача. А здесь случай настолько сложный, что нас просят не снимать. Сил врачам придают такие истории, как в этой палате. Температура как ваша? Нету температуры. Нету, да? Уже у нас получается с вами 3 дня, да? Как нормальная температура. Этот пациент несколько дней был в критическом состоянии. Медики уже не знали, что говорить родственникам. И пусть сейчас он еще совсем слаб, зато уже может дышать самостоятельно. Я не могу. У меня кормили с рук. Не могу передать это. То, что задыхается, все горит. Все, ничего не соображаешь. Вот так выглядит утро в больнице перед новой сменой. Здесь и врачи, и медсестры, и санитарки, и рук все равно не хватает. Так что помогать коллегам идут доктора отовсюду. Александр вообще-то стоматолог, но уже месяц он работает в красной зоне с заболевшими коронавирусом. Привыкнуть не может до сих пор. Страх за людей, когда им становится резко плохо, потому что полчаса назад они могли говорить о том, что у них нет никакой симптоматики, что сейчас они уже хорошо себя чувствуют, а потом резко они начинают либо задыхаться, либо становится им плохо. Александр говорит вот об этом. Еще мгновение назад показатели были в норме, а сейчас больному пытается помочь бригада сразу из 5 реаниматологов. На этот раз обошлось. Но новый вирус очень непредсказуемый. Он не только заразнее гриппа, но еще и коварнее, хитрее. Вирус, он действует крайне скрыто, и в течение где-то первых 2 суток он не вызывает выработку интерферонов, которые служат сигналом для запуска иммунной системы. К тому же врачи и ученые до сих пор не могут предсказать возможные последствия этой болезни. COVID-19 еще слишком мало изучен. Ученые до сих пор спорят даже по поводу способов его передачи. Обсуждается вопрос внутриутробной передачи, поскольку появились уже работы, которые говорят о том, что где-то порядка 11 детей, которые обследовали сразу же после рождения, удавалось ученым, то есть исследователям, врачам выделить непосредственно вирус через 2 часа практически после рождения таких детей. Так что если вы подумываете выехать на природу на майские, еще раз взгляните на этих людей и спросите себя, хотите ли вы увидеть их вживую. Ольга Паутова, Анна Хига, Олег Крупен, Алексей Остапчик и Павел Боня. Первый канал.